Завоз грузов по автозимникам в Якутии благополучно завершен с перевыполнением плана. На него даже не повлияли сложности, которые возникали в ходе перевозок. О том, из каких расчетов будет производиться объем грузов для наступающей навигации, расскажет наш корреспондент. Плановый объем жизнеобеспечивающих грузов по автозимникам в населенные пункты Якутии в этом году перевыполнили на 37 тысяч тонн. При запланированном объеме в 644 тысячи тонн по факту доставлено более 680 тысяч тонн грузов. Надо отметить, что период автозимника этого года был немногим лучше автозимника прошлого года, потому что Колымо-Индигирская и Устьянская группа районов также имела очень высокое количество снежных осадков. Но тем не менее мы в этом году автозимники имели на 3 недели дольше прошлого года, и это позволило фактически обеспечить стопроцентную доставку завоза всех видов грузов. По линии ГУП ЖКХ было доставлено 105% грузов. Нижнеколымский район, в котором автозимники открылись с опозданием, нынче обеспечен дизельным топливом в полном объеме. В соседнем Среднеколымском районе, где также несколько лет возникали определенные сложности с нехваткой угольного топлива, в этом году из плановых 14,5 тысячи тонн было завезено 16 тысяч. То есть более чем на 1500 тонн угля завезено больше в эти населенные пункты. Значит, это 8 населенных пунктов, кроме города Среднеколымск и поселка Налимск. Везде созданы запасы от 200 до 300 тонн угля. В частности, значит, это у нас такие крупные населенные пункты, как Ибях, Аликакёль, Сватай, Березовка. Как отметил в ходе совещания первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников, поставленные задачи по завозу, несмотря на все сложности, которые возникали в период действия автозимников, выполнено. И, исходя из объемов перевозки автозимников, уже есть понимание, какой объем грузов будет запланирован в период навигации. Елизавета Васильева, Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутск.